Когда тебе папа сказал о том, что, Арсен, надо будет поехать в Шымкент, возглавить Шымкентское. Блин, это круто, по идее, мне прям нравится. У всех был страх, там пришел новый директор, поменяет все там. Но сегодня ты даешь мне интервью. Челленджовский, да, у меня первый месяц нейродермит начался от него. Это ты купи, произведи, там, переверни, сделай и продай. Я же выходец из довольно-таки скандальной семьи в свое время. Я не обиделся на него, то, что он сказал на всю страну, то, что я залетный. Хочется, чтобы все были в дружбе. Уже как бы сколько было битв, не хочется больше войны какой-то. Просто за 8 лет я потерял вот это ощущение, что иметь отца. За это время ты поменял фамилию, да, еще, насколько я знаю? И уже вернул обратно. Какие черты характера ты видишь в себе вот от отца? Что ты видишь? Вот в чем вы реально похожи? Я думаю, коммуникационные навыки есть. От него частично передались. Он крутой коммуникатор. Я с открытым ртом слушаю, как он ведет диалоги, как он договаривается, как он торгуется. Я учусь предпринимательству у него. Многие говорят, что предпринимательство – это вдаренное. Я считаю, что отец предприниматель лучше, чем я. Вот, но... Слушай, ну тебе всего лишь 29 лет. У тебя все впереди. Но я думаю, еще вот есть момент, мне почему-то кажется, то, что он предприниматель крутой, да, он очень круто умеет договариваться, вот, ну то, что вот какие-то такие качества, которые я могу видеть там в себе условно, он круто говорит на китайском, ну это я к тому, что он на китайском, я говорю на английском. И это интересно наблюдать со стороны, потому что он очень харизматично говорит на китайском. Мне очень нравится, как он ведет диалог с партнерами из Китая. Смешной, но у него юмор прикольный бывает. Ну и сейчас он, конечно, публичная личность, но это не про меня, я такой больше. Но сегодня ты даешь мне интервью. Ну, это и то, у меня же социальные сети нигде же не мигают, меня же так не найдешь, допустим, чтобы у меня была страница где-то. Почему, кстати? Ну, мне нравится быть каким-то вот таким, то есть у меня сейчас вся семья там в соцсетях, мне как-то... Как ты, кстати, к этому относишься? Сейчас я отношусь спокойно, с принятием, то есть просто здесь момент того, что я сам... стараюсь не показывать свои соцсети, то есть стараюсь быть но таким. Тебя и так все равно знают. Ты можешь не показывать, но тебя и так вся страна знает. Ну, не вся страна. Может быть, после вашего интервью чуть больше людей узнает. Бейбуту ты уже дал интервью. Ну, я там на второстепенном больше плане был. То есть там главная роль этого отца была. Все равно он же хозяин всего этого. Я просто управленец. То есть тебе не нравится медийность? Она мне нравится по делу. Хочется именно поступками, достижениями, результатами какими-то. По делу мне нравится медийность. Я сейчас смотрю на все это очень, не знаю, как-то философски. Вообще в целом на все стараюсь философски смотреть. Это от кого? От папы? И от мамы. Мама тоже смотрит, да, на все философски? Да. А как мама отреагировала на то, что ты переезжаешь в Шымкент и будешь руководить здесь предприятием большим? Поддержала меня. Очень сильно сказала: сынок, вперед и дерзай.